Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня я хочу вам показать фотографии, несколько фотографий, которые мне прислал мой подписчик. Я сейчас не буду говорить, откуда он, кто он. Вы все узнаете чуть позже, потому что были интересные фотографии. Так как тема у нас идет про так называемый ковчег, который нашли в Чечне. И соответственно, я Марату тоже говорил, спрашивал у него про те или иные вот такие вот похожие камни, которые есть как на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии. Поэтому сейчас предлагаю вашему вниманию краткий обзор этих фотографий, потому что Марат говорит, что только здесь у него такие фотографии, то есть такие камни, скажем так. Вот открываем, есть короткое видео, тоже я вам это все покажу. Вот открываем, например, вот отсюда. Вот на этом фото видно камни. Вот по словам Марата, камень так ломаться не может, он говорит. Вот, соответственно, это такой излом камня, как Марат говорит, типа дерева. Когда он ломался, это было дерево, а сейчас он превратился в камень. Вот это первый факт. Второй, то же самое. Это тоже камень. Смотрите, это тоже камень. Он тоже как бы кусок камня, но он тоже сломался как дерево, по словам Марата. Вот здесь то же самое. Смотрите, вот этой стороны, вот здесь, видите, это все гладко. Здесь это шуршаво, или как это правильно сказать, не знаю. Вы видите, вот с этой стороны он сломан как дерево, как Марат говорит, с этой он как камень. Но еще такой интересный момент. Смотрите, друзья, вот эта сторона, Марат называет это обработка смолой. Вот то же самое, эта сторона обработана смолой, как Марат говорит. Между камнями, вот этими балками, между балками есть такие вот моменты, видите, вот как бы подушка, природная подушка. Между каждым этим камнем есть природная подушка. Вот. Это не что иное, как Аллах создал это все по своему желанию, как он считает нужным. Идем дальше. Вот эти балки. Смотрите, друзья. Вот эти балки. Ровные балки. Вот. Тоже сейчас приближать это все не буду, потому что есть еще фотографии, посмотрим сейчас. То же самое. Вот, смотрите, друзья. Вот здесь он сломан, как говорит Марат, как изначально сломалось дерево. Сейчас он превратился в камень. Тут то же самое, какая-то обработка. Тут вы видите, вот сверху белая сторона, а вот сбоку это все как бы ржавое, скажем так. Идем дальше. То же самое, балки, смотрите. Вот, то же самое, балки. Идем дальше. То же самое, балки. Идем дальше. Вот здесь длинная балка, как Марат любит говорить. И это все обработано смолой. Вот по версии Марата, это все обработано смолой. Вот. Идем дальше. То же самое, ровные камни. Как Марат говорит, это балки. Вот. Идем дальше.
Так, смотрите, друзья, вот что-то съедено, вот короед, не короед, это типа вот, ну, сами видите, понимаете? Вот. Идем дальше. Вот, идем дальше. Вот, смотрите, вот изломы, не изломы, вот эти длинные камни. Это длинные камни. Так, вот, на этом фото мы видим, вот это Марат называет гвоздями. Вот это природное железо, которое так или иначе образовалось в камне, скажем так. Это железо. Но Марат его называет гвоздем, скажем так. И вы заметьте, вот с этой стороны, вот здесь он сломан, вот здесь типа обработан чем-то, смолой, вот как Марат говорит. То же самое, друзья, смотрите, это железо, Может, это штырь куда-то забитый, может, это гвоздь, может, ну, это железо, мы все видим. И заметьте еще раз, вот, здесь ровно сломанный камень, здесь камень якобы похожий на изначально сломанное дерево, потом превратившийся камень. Вот. Вот эти балки, смотрите, ровные балки. Вот это ровные балки. Вы заметьте вот это. Так, вот то же самое, железо. Это железо. Вот, смотрите, то же самое. Это все железо. Я сейчас не буду говорить, это гвозди, штыри или что-то еще. Но это железо, вы это видите. То же самое, железо. Вот. И сейчас я, друзья, вам открою короткое видео. Вот. Смотрите. Вот на видео мне подписчик прислал. Это короткое видео. Эти фотографии сделаны реально человеком. Вот эти балки тоже реальные. Это камень реальный. Соответственно, это поле, скажем так. Поэтому у меня есть такой вопрос подписчикам. Я сразу хочу сказать, каждый имеет право на свое мнение, правильное, неправильное, как он считает, как он видит это все. Поэтому у меня большая просьба. Не ругайтесь в этих комментариях, не ругайтесь под видео. У меня это большая просьба, потому что мне подписчики пишут с Армении, даже с Армении написали люди, якобы у них тоже есть такая порода камней, я не знаю, вот фото, видео он не прислал, но факт, он мне сказал, по комментариям он написал, что у них в Армении есть то же самая порода, и они считают, ну типа, он прикалывается, я не знаю, но он выдвигает свою версию. Может, у нас тоже есть такой ковчег. Вот. Мне пишут с Ингушетии люди, якобы у них тоже там есть такая горная порода, ровные камни, все такое. Но насчет Ингушетии я понимаю, потому что люди, которые ездили в Галанчож со стороны Бамута, прямо по дороге есть такие скалы мощные. И там есть точно такие же балки, как Марат говорит, обработаны смолой, там с железами, с гвоздями или что-то еще. Есть похожие объекты, ну, камни, скажем так. Поэтому насчет Ингушетии я тоже понимаю их, потому что у них, наверное, тоже есть такая порода камней, которые вот похожи на объект Марата. Про Дагестан то же самое. Я недавно был в Дагестане, в андийском селе Анди. Это называется Андийские ворота. Там есть какая-то гора, якобы, типа, ну, пещера, короче, скажем так.
Вот когда я поднимался в эту пещеру, на видео тоже вы можете посмотреть, зайти на канал, посмотреть это видео. В начале своего видео я замечаю вот эти камни, похожие на те камни, которые нам показывает Марат. Поэтому, друзья, пишите в комментариях, ставьте лайки, соответственно, подписывайтесь на канал. Надеюсь, Марат тоже посмотрит на это и выскажет свое мнение. Но мнение Марата мне уже заранее известно, потому что Марат уже, скажем так, весь погрузился в свой объект, и он от своего мнения как бы не отступит. Это факт. Но, тем не менее, мы уважаем мнение Марата, мы уважаем самого Марата, мы против Марата и его команды ничего не имеем. Единственное, чтобы последователи Марата или же кто-то еще поняли правильно, приняли, скажем так, приняли правильно информацию, которую выдает нам Марат, и дай Аллах, чтобы он защитил нас от всех заблуждений и сомнений. Поэтому, друзья, я хочу показать вот этот короткий ролик. Прошу вас написать в комментариях, кто что думает об этом объекте. И у меня большая просьба. Не ругайтесь, пожалуйста. Не ругайтесь, не пишите вот ерунды, а пишите по факту. Нет никакой нации, превосходящей другой нации. Аллах нас создал всех равными. Мы все рабы Аллаха. Мы все мусульмане, мы все братья и сестры. Поэтому в конце я хочу сказать, что я найду время поехать туда, вот где вот этот объект, поеду туда, вот там уже я сделаю подробный обзор вот этого места. Как я сказал, я сейчас не говорю, где это место находится, не хочу говорить, потому что будут лишние вопросы. Вот я говорю вам, я лично на территории Чеченской Республики видел вот эти похожие камни. На территории Ингушетии я видел похожие камни. На территории Дагестана я видел похожие камни. На другие территории пока что у меня не удалось, не получилось выехать, чтобы сравнить с чем-то вот это место. Поэтому всем желаю добра, берегите себя, берегите родных. Аллаху Акбар.